Приехавшие на ВНК в Москву Степан, представители Республики Якутия, которые покажут нам якутскую породу крупного рогатого скота, корову по кличке Каберенчик. Я хотел бы, пока ее ведут, сказать, что у нас есть уникальная возможность увидеть животное, ставшее настоящей легендой среди ученых генетиков мира. История якутского скота насчитывает тысячи лет, и таится все еще множество тайн, которые предстоит раскрыть в будущем лучшим умам человечества. Благодаря этой породе якуты продвинули границы домашнего скотоводства до самого Ледовитого океана, чем обогатили цивилизацию и стали считаться самыми северными скотоводами. Давайте аплодисментами встретим их. Стань тут, раз ты смой. Только так, еще громче можно придумать. Порода выведена методом народной селекции. Не каждое животное способно адаптироваться во враждебной для них среде обитания. Температура до минус 50-60 градусов. Скудный корм зимой и атаки полночь гнуса, других кровососущих насекомых в короткое летнее время. Мошкара, гнус и так далее, и так далее. При этом, питаясь одной травой, якутский скот может дать до 250 и даже 500 килограммов высококачественного мраморного мяса. Экологически чистая продукция. Говядина, выращенная на траве природных сельхозных земель, и до 1500 килограммов молока, жирностью 5-9%. Значит, выводчики, вы видите, это кланяется она вам, зрители. Да. Выводчики посланы в национальных костюмах, кроме Степана, он почему-то, вот видите, урбанизации подвергся, одела эту кепку. Вот. Но она ему идет. Тип телосложения характерен для животных молочно-мясного направления. При надлежащих условиях кормления и содержания якутский скот отличается продолжительным сроком хозяйственного использования. По молочной и мясной продуктивности этот скот при хорошем содержании не уступает камечерским породам. Понимаете, вот когда я приехал туда первый раз и видел, в каких условиях им приходится жить, и им, и другим видам культурных животных, я имею в виду лошадям, там даже чистокровную породу содержат, и она скачет на их ипподроме. Снизу обмазано все, толстый слой пола, значит, стены, крыша, все утеплено.